Добрый день, уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на официальной пресс-конференции первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. Свое участие подтвердили около 300 спортсменов, 80 тренеров из 39 регионов страны. Главным судьей соревнований назначен судья всероссийской категории Магомед Куракаев. Соревнования пройдут с 14 по 16 апреля в ЦСП «Триумф». И для всех желающих посмотреть яркие схватки наших спортсменов вход свободный. Дорогие друзья, в сегодняшней пресс-конференции присутствуют Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорта Республики Саха-Якутия, главный судья соревнований Магомед Руманович Куракаев, инструктор Объединенного мира борьбы Нараварта Александровна Арустамян, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Петрович Юмшанов, Абдусалам Маматханович Гатисов, заслуженный мастер спорта России, старший тренер юниорской сборной команды России. Уважаемые участники пресс-конференции, все победители первенства России, помимо официальных медалей и кубков, Министерство спорта России получат эксклюзивные пояса победителей. Представляем вашему вниманию пояса победителей. Пояс изготовлен из натуральной кожи. В центре официальный логотип первенства России по вольной борьбе. Сверху находится традиционный якутский мужской оберег харысхал. Справа находится логотип, посвященный столетию Министерства спорта России, которое мы отмечаем в этом году. А слева герб Республики Саха-Якутия, региона-организатора соревнований. И приветственное слово мы предоставляем Леониду Николаевичу Спиридонову, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые любители спорта, журналисты. Сегодня мы приветствуем наших гостей земли Элонка, Республики Саха-Якутия. Как вы знаете, мы уже проводили первенство России, но в далеком 2006 году. А спустя 17 лет мы сегодня уже проводим этот хороший, прекрасный турнир в Якутске. Как вы знаете, глава нашей республики Айсен Сергеевич встречался с Михаилом Геразиевичем Амиашвили, президентом спортивной борьбы России. И по итогам этой встречи было решено провести у нас в городе Якутске. Конечно же, мы рады провести такой турнир первенства России у нас, и мы подготовились, как вы видите, мы подготовили нашим чемпионам такой вот пояс. Также мы организовали призовые. Чемпион получит 100 тысяч рублей, второе место 50 тысяч рублей и третье место 30 тысяч рублей. Также тренера чемпионов получат по 50 тысяч рублей. Мы постарались все организовать. Наша команда в лице Республиканского центра спортивной подготовки «Триумф» готовы. И наша команда тоже сегодня готова выступить у себя дома и показать хорошие результаты. Сегодня мы еще раз благодарим наших гостей, которые сегодня присутствуют у нас. Это Нарават Александровна, главный судья Магомед Руманович и, конечно же, наш старый друг, уже который раз приезжает в Якутск, Абдусалам Маматханович. Мы благодарим, что приехали, и мы большую благодарность говорим нашему земляку, нашему старшему брату Петру Петровичу Юмшанову за то, что он помогает и поддерживает свой регион, Республику Саха-Якутия. Еще раз приветствую. У нас, думаем, мы организуем очень хороший, большой праздник спорта и, конечно же, приглашаем всех болельщиков, любителей вольной борьбы в эти дни 14 по 16 апреля
в спортивном комплексе «Триумф». Спасибо. Слово предоставляется главному судье соревнований Магомеду Румановичу Куракаеву. Здравствуйте, я вас всех приветствую. Я в качестве главного судьи на этих соревнованиях. И от нас зависит справедливое судейство, и мы максимально будем справедливо оценивать все ситуации, все схватки. Вам всем спасибо за организацию. Я вижу, что все организовали на высшем уровне. Всем спортсменам, тренерам желаю удачи. Такой организации я давно не видел. Спасибо большое, и мы далее предоставляем слово инструктору Объединенного мира борьбы Нараварт Александрине Арустамян. Всем добрый день. Я в Якутске нахожусь, в отличие от моего коллеги, уже не в первый раз. У него первенство России в качестве главного судьи в первый раз, поэтому мы ему желаем большой удачи. И здесь, на вашей теплой земле, я уже очень много говорила за эти дни, несмотря на погодные условия, очень холодные на улице, всегда Якутск встречает очень тепло. Не только организаторы и зрители, потому что они являются очень большими поклонниками борьбы, любителями. И любой зритель здесь понимает борьбу, любит и является болельщиками именно борьбы, а не только своего региона. И это, конечно, за этим очень приятно наблюдать. И мы здесь и не только первенство России проводим, но здесь проходит еще семинар судей, который организуем, всероссийский семинар для судей мы здесь проводим. Уже 3 дня работаем, сейчас у них 3-й день про теории проходит, и еще у нас будет 3 дня практики. Поэтому это тоже большая работа, проведена организаторами для организации такого большого семинара. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем, кто участвует в организации этих соревнований. И желаю всем удачи. Сейчас мы предоставляем слово начальнику отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петру Петровичу Юмшанову. Добрый день. Хочу сказать пару слов, что это первенство России, это отбор к первенству мира и Европы. Но ситуация нынешняя, как знаете, рекомендацию МОК рекомендовала федерациям на усмотрение. Пока мы получили только юноши до 16, до 18 лет. В статусе нейтральных спортсменов, это и без флага, и без гимна, и без логотипов Российской Федерации. Сейчас идет у нас консультация с Федерацией Объединенным миром борьбы, где будут рекомендованы новые рекомендации МОК, переведены на доступном нам языке, что можно, что нельзя. А так у нас отбор идет миру и Европе. Европа будет у нас где? Европа, Испания, первенство мира в Польше. Сентябрь, август, июнь месяц. После, думаю, через неделю уже будет известно, в каких статусах будем участвовать. Сейчас идет полный тоже Минспорт и Олимпийский комитет озвучили, что неприемлемые условия, что россияне не будем выступать. Некоторые виды идут. Взяли паузу. И как Михаил Георгиевич тоже ищем оптимальные варианты для участия наших спортсменов. А так сейчас календарь у нас после 2 турнира намечается, это в Бурятии и Махачкале, это Алиевский. И чемпионат России в Дагестане, Каспийск. Где отсюда, думаю, победители тоже будут участвовать. Кратко так. Мы предоставляем слово старшему тренеру юниорской сборной команды России Абдусаламу Мамадхановичу Гадисову.
Добрый день, уважаемые друзья. Снова рад всех видеть. Очередной раз собираемся здесь, в городе Якутск. Не просто так. Республика Саха – это республика с богатыми традициями вольной борьбы. Люди, ребята, спортсмены, прохожие на улице, все знают этот вид спорта, любят, приходят, болеют, ребята занимаются. Поэтому я думаю, сегодня то, что здесь проходит первенство России, не случайно. И то, что здесь очень много и турниров международных, и взрослые чемпионаты России проходят. Это огромная заслуга, наверное, в первую очередь народа Саха. И уже потом, я думаю, людей, которые занимают руководящие должности, это главы республики, Министерство спорта и всех людей, которые имеют отношение к организации этих соревнований. Хочу всех поблагодарить, пожелать ребятам удачи, красивой, бескомпромиссной борьбы, хорошего, легкого судейства. И надеемся, что на первенство Европы и мира все-таки будет шанс побороться у наших спортсменов и показать себя на международных соревнованиях после такого перерыва продолжительного. Всем спасибо. Спасибо большое, но мы от лица всех якутян хотим сказать добро пожаловать на нашу благодатную якутскую землю, а на этом наша официальная пресс-конференция завершена. Приступаем к вопросам. Ну, все ребята приехали, все борются. Как знаю, травмированных у нас практически нету. Даже если есть какие-то мелкие травмы, это возможно, это бывает. Поэтому я думаю, даже это не должно помешать ребятам побороться. В весовых категориях сейчас с Петром Петровичем обсуждали, кого разводить. Наверное, килограмм 57 килограмм будем разводить. Это Лев Павлов и Баяндуев. То есть они на Дмитриевском турнире боролись в финале. Такие два принципиальных соперника. И 70 килограмм с одного региона ребята приехали, чемпионы России. Это Байтукаев и Эльтимиров. То есть их тоже разведем. И в принципе остальные ребята, я как так смотрю, еще посоветуемся. Я думаю, наверное, они будут бороться все равные. Спасибо. Да, у нас есть нововведение в правилах с 2023 года Объединенного мира борьбы. Это, кстати, очень большие и хорошие изменения для тренерского состава. Теперь у нас можно бросать челлендж в течение 10 секунд после того, как оценка появилась на табло. Для сравнения, в 2022 году и до этих изменений это было всего лишь 5 секунд. Это первое изменение. И второе, тоже очень важное изменение. После того, как судейская коллегия рассматривает челлендж, если происходит изменение в оценке судейской бригады, любое изменение, то челлендж возвращается. И, конечно, кто не привык к этим правилам, еще многим кажется, что судьи стали хуже судить, потому что челленджей стало много. На самом деле это не так. Это происходит от того, что челленджи теперь больше возвращаются. Потому что, может быть, незначительные изменения, и сразу челлендж возвращается, даже если это не в пользу того, кто бросал этот челлендж, протест, оспаривание. Поэтому это, да, большие изменения произошли именно для тренерского состава. Ну, не знаю, на мой взгляд, вот в прошлом спортсмены, если брать там лет 10 назад, которые были, очень часто и легко переходили во взрослую борьбу. Сейчас немножко по-другому, сейчас немножко ребята
больше нужно времени, чтобы адаптироваться во взрослой борьбе, наверное. Такая пока практика. Ну, опять же, есть примеры у нас сегодня молодые ребята, это которые так могли перейти легко и выступать, и выиграть взрослых спортсменов. Это и Саадулаев, и Мамедов вот перешел, то есть показывал результат с нашей молодежки. То есть есть ребята, но я-то в них всех верю, да, то есть и стараюсь им эту уверенность внушить, но не всегда это получается, не всегда они могут поверить в себя, и для этого иной раз нужно будет время. Ну, тот же Павлов, я думаю, он тоже может побороться и по взрослым, показать себя, просто чуть-чуть немножко борется зажато, немножко веры в себя не хватает вот, именно вот молодым спортсменам. И также в других весах есть ребята, которые могут бороться, но опять же для этого нужны международные старты, которых у нас, к сожалению, сегодня нету. Для этого нужно бороться по взрослым, то есть Петр Петрович сказал, что будут бороться ребята на взрослом чемпионате страны. В прошлом году у нас с молодежной командой стало 3 человека призеры взрослого чемпионата страны. То есть это тоже своего рода показатель. И будем стараться делать все для того, чтобы они переходили именно во взрослую борьбу, и там нужен от них результат. Как-то так. Коллеги, тоже, пожалуйста, попрошу, если что, вопросы задавайте в микрофон, потому что у нас прямой эфир идет и на Ютубе и так далее. Да? У меня такой вопрос Магомеду Румановичу. Да? Расскажите, пожалуйста, про судейскую бригаду, сколько регионов представлены, насколько, в общем, квалифицированный состав судей. Вот про это расскажите. Сюда по вызову приехало 28 судей. Плюс с командами тоже будут судьи. Мы вызвали сюда лучших судей России. Все квалифицированы, все всероссийской международной категории судей. Одни из лучших. У вас какой опыт судейства именно в роли главного судьи? Ну, я так на СКФО, так на мелких турнирах, всероссийских турнирах был главным судьей, но на первенстве России первый раз. И в Якутске тоже первый раз. Вот среди молодежи в юношестве ребята очень хорошо борются, а потом вот выходят во взрослую и вот немножко теряются, да? Вот как вы думаете, с чем это связано и какую работу нужно вести, чтобы они вот этот переход хорошо перенесли? Спасибо. Это, скорее всего, к нам. Ну, в каждом возрасте у нас определенный. У нас младшие юноши это до 18, до 16 и 21. И еще есть возраст до 23. Ну, у нас задача такая, что как плавно перенести вот этих всех одаренных ребят в сборную команду. Вот. И мы совместно всегда вот работаем. Иногда вот переходной момент очень сложно бывает. Победители первенства России юношей, ну, по юношам особенно, когда по весовым категориям, ну и юниоры. Вот. Ну, большинство у нас сложный переход. Вот. Но чтобы их оставить, для этого мы с региональным Минспортом, вот это все, ну, такие вот. Обычно мы их вызываем всегда на сбор, вот, победителей Европы и мира. Хотя они проигрывают, мы всегда оставляем в списках сборных, чтобы они проявили. Вот. Ну, это, как можно сказать, индивидуальный подход вот, старших тренеров, которые у нас солидарны во всех, и друг друга поддержка есть. Во все возрастами они дружно работают и плавно переходят. Ну, единичные случаи, когда вот они и травмы, а так вот переход у нас нормально идет. У меня такой вопрос Наравард Александровне, да.
Говорили о судейском семинаре, да, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, да, сколько человек участвовали вообще, что это дает, как это вообще проходит, да, я вот читал, что там практическая какая-то часть, теоретическая, и еще нормативы сдают, да, судьи, как это вообще происходит? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот вы сейчас спрашивали про то, как у нас составляется список судей. Для того, чтобы каждый судья был или вызван, или в списке, или мы могли следить за его качеством судейства, для этого проходит каждый судья эти семинары, которые у нас проходят по всей России. И судейский семинар включает в себя теоретическую часть, где мы обсуждаем правила борьбы, мы смотрим видео, очень много нарезок международных, наших соревнований, то есть мы их обсуждаем, анализируем с каждым судьей. Дальше у нас проходит практическая часть, которую мы делаем на ковре. То есть вчера мы целый день, вот с утра с 10 утра, мы работали до 9 вечера на ковре. То есть у нас практическая часть, она делится. Есть молодые судьи, неопытные, которых мы учим от элементарного, как спортсмены, знаете, как проход в ноги делать. Вот точно так же мы судьи учим, как правильно поднимать руки, как ходить и так далее. Это для молодых. Для более опытных у нас дальше идет практическая часть, где мы обучаем уже всем ситуациям таким сложным, которые возникают во время схваток. Да, это край ковра, это позиция туше, это позиция по пассивности, что очень тоже сложным является. И дальше у нас вот сегодня, сейчас, вот пока у нас идет пресс-конференция, проходит у нас экзамен. В экзамен тоже включают, значит, у нас видеоэкзамен, где мы смотрят участники семинара, смотрят, как мы вот будем смотреть челленджи. Дальше у них экзамен, вопросы по правилам борьбы, и у них еще вопросы, еще экзамен по секретариату, что очень тоже является важным для судьи. И дальше, если все хорошо, если мы смотрим, что судья готов, он проходит уже практическую часть на ковре. Вот такой у нас, то есть это большой такой объем работы проходит с 10 до 9 вечера каждый день, вот в течение 5 дней будут они работать. И, конечно, каждый семинар, он дает рост судье. И после этого на основании этих семинаров они могут на региональном уровне получать категории первые, вторые и всероссийские. И дальше мы их лоббируем, дай бог, откроется международное соревнование. Они будут ездить уже молодые вот судьи. Один из перспективных наших судей, наш главный судья, будет ездить вот на экзамен на международную уже категорию. К Леониду Николаевичу, да, вопрос. Как будет вестись трансляция соревнований? Насколько я знаю, может быть, даже впервые с нашего региона будет вестись прямая трансляция финалов на канале «Матч Боец», да, и на НВК «Саха» традиционно у нас все тоже поединки будут. Ну и как спортсмену, да, вы встречались и с нашей сборной вчера. Вообще, как вам кажется, насколько хорошо наша молодежка готова? И в чем отличие, как вам кажется, между поколениями борцов вот вашего поколения и вот нынешнего поколения? Так, транслироваться будет первенство России по YouTube-каналам. У нас и НВК, национальная вещательная компания, будет транслировать в нашей республике прямые эфиры, да. Также будет транслироваться в Wrestling TV, где? Wrestling TV, да, по всей России. И, конечно же, финалы будут показывать на Матч ТВ. Матч Боец, да, Матч Боец, поэтому для популяризации вольной борьбы это будет хороший пример для того, чтобы другие жители нашей России тоже смотрели первенство России среди молодежи. Вот. Насчет нашей команды я уже много раз говорил, что у нас сейчас хорошее поколение, хорошие ребята, поэтому мы сегодня надеемся на них, и также у них есть и хорошие результаты. До этого они в турнирах хорошо отборолись, поэтому я думаю, что эти ребята сегодня, завтра должны показать себя. Вкратце так.
Ну, отличие, ну, как сказать, я с ними каждый день не бываю, но я смотрю, что они более тоқтылери. Мы-то у нас, когда мы тренировались, не было телефонов, да, интернетов, поэтому мы чисто жили тренировками. А сейчас дети, которые сегодня тренируются, они более развиты, в смысле интернета, да, и более дружелюбные, потому что они могут и в дистанционном порядке уже разговаривать друг с другом, да, держать себя и других в курсе дела, поэтому насчет этого у них, да, более и они более, как бы сказать, сейчас уже не скромные. Мы когда-то, без интернета, без ничего, один раз в год возьмут интервью, и когда интервью берут, мы уже даже говорить не могли, что сказать не знали, да. А сейчас уже ребята более открытые, да, потому что они уже привыкли себя показать там в интернетах и так далее, поэтому они интервью более спокойно дают и раскрывают свои мысли. Спасибо. У меня вопрос к Леониду Николаевичу, и, возможно, Петр Петрович ответит. Вот насколько оправдано участие большого количества наших ребят, например, в весе 57, 11 человек, да? Они в ходе соревнований друг друга выбивают. Конечно, ребят надо обкатывать, участие в родных стенах тоже это помогает, но чисто с практической стороны, вот, не пытаемся ли мы брать количеством, а не качеством? Не, как говорится, Владислав Петрович, у нас 57 килограмм один из конкурентных весов, да, нашей республики, поэтому те ребята, которые сегодня участвуют в первенстве России, они достойно завоевали свои путевки на Дальнем Востоке, Романа Дмитриева, и других соревнованиях, поэтому у нас в первенстве России сейчас выступают те, у кого есть путевки. Ну и, конечно же, мы надеемся на всех ребят, да, которые выступают 57 килограмм, и я думаю, что каждый из них может выиграть. Вот. А то, что мы пытаемся количество все равно превращается в качество. Так что спасибо. Вопрос, конечно, интересный, да? Вот, проводящая сторона всегда ставит 10 человек, это 10 весовых категорий, 10 участников, и остальные все прошли отбор. И прошлогодние результаты, это первенство России, и к концу года у нас переходная Россия, где они попали и взяли места. И по новому регламенту соответствуют те, которые дополнительный допуск, который президент Федерации подписал, есть дополнение, где на усмотрение старших тренеров по возрасту, которые они официально рассматривают и кого допускают к первенству, согласие старших тренеров по возрастным категориям, по возрастным, которые могут дополнительно участвовать, эти, которые до этого был вопрос, что с юношей переходят, талантливые, но они как-то не попали на первый год, них с индивидуальным учетом мы идем навстречу, старшие тренера дают добро, и после этого допуска они попадают в финал России. Но сейчас в нынешней ситуации, сегодня у нас где-то 306 участников зарегистрировано, и не такое количество допущенных. Это все интерес сборной команды России, те, которые На этом, дорогие друзья, участники официальной пресс-конференции, мы подходим к концу, а чтобы оставить в памяти это прекрасное начало дня, всех приглашаем на общее фотографирование.